Сегодня в Абхазии отмечают День памяти защитников Отечества. 14 августа 1992 года началась грузино-абхазская война. Боевые действия длились 413 дней. Моя коллега Алена Кулешова встретилась с президентом республики Бадрой Гумба, у которого, кстати, сегодня день рождения. Поговорили о прошлом, настоящем и будущем Абхазии, а также об отношениях Москвы и Сухума. Давайте посмотрим. Бадру Зуравович, спасибо большое, что нашли для нас время сегодня. Наше интервью выйдет 14 августа. Это дата такая непростая для всего абхазского народа. И 14 августа у вас день рождения, 45 лет. Когда начались военные действия, вам было 11 лет, вы были ребенком. Как вы для себя запомнили это время? Что осталось в памяти ярче всего? Я запомнил этот день тем смятением, которое происходило у нас в доме, той тревожностью, обращения диктора абхазского телевидения к народу о начале войны и о реакции моего отца. Это то, что мне запомнится навсегда. Человек, который взял в руки оружие, охотничье оружие, никто же не готовился в Абхазии к войне, взял в руки охотничье оружие, вышел. Я помню, как собирались рядом с нашим домом мужчины, которые уходили вдали. Я вот смотрел, наблюдал за ними вслед и понимал всю трагичность данной ситуации. Я понимал, что у нас никогда больше не будет той жизни спокойной, мирной, которая была ранее. И у меня мысли были в тот момент, понимая, что война — это большая трагедия, вернется ли мой отец живым и целым в свою семью. Эта боль жива, эта боль в том числе и сказывается на нашем поведенческом образе, и в том числе при формировании и строительстве нашего государства. У наших стран, у России и Абхазии, дружеские, добрососедские отношения и совместные, масштабные, далеко идущие планы. То, чего стоит вот эта государственная программа развития, социально-экономического развития Абхазии на 2026 и 2030 годы. Мы знаем, что в конце прошлого года было принято принципиальное решение. Сейчас, вот 24 июля 2026 было ратифицировано это соглашение. И Россия собирается принимать финансовое участие в нескольких важных таких ключевых проектах. Вот хочется об этом поговорить, потому что это уже не просто разовая какая-то поддержка. Ну, если говорить о взаимоотношениях между Абхазией и Российской Федерацией, я бы, конечно, хотел бы для начала отметить, как говорится, по контуру, что это взаимодействие развивается практически по всем направлениям. В первую очередь, начиная от военно-политического взаимодействия до социального, экономического. Для нас очень важно сохранить и приумножить вот эти традиции добрососедства и дружбы с Великой Россией. Мы не на словах, мы на деле ощущаем эту поддержку. Более того, если говорить о тех вещах, которые заложены в рамках данного документа, конечно же, это поддержка в развитии инфраструктуры. Гость, приехавший в Абхазию, он должен почувствовать не только дары Божьи, природу, красоту, но и возможность комфортно отдохнуть. В этом плане и наши российские коллеги, я благодарен президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за то, что именно с пониманием этих ключевых важных вопросов подходят к поддержке реализации этого проекта, развития инфраструктуры, создания новых рабочих мест, социальная поддержка граждан республики. Вы знаете, что и часть заработных плат отдельным категориям бюджетников софинансируется российской стороной. При этом, конечно же, возможности республики тоже растут, и мы в рамках нашего взаимодействия софинансирования заработных плат
частями уже берем на себя, и надеюсь, что мы достигнем в ближайшие годы того уровня, когда всю потребность заработной платы Абхазия будет осуществлять своими собственными доходами. Вы наверняка наблюдали за тем, как в текущем году открывались такие важные объекты, как набережная города Сухум. Это особое излюбленное место для миллионов наших гостей. Это излюбленное место для горожан и жителей республики. И открытие новой реконструированной набережной – это показатель отношения руководства Российской Федерации. В прошлом году был запущен международный аэропорт Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба. Как раз таки благодаря реализации этого проекта в этом году количество посетивших Абхазию станет гораздо больше. 12 направлений, насколько я знаю. 13 направлений, плюс еще несколько направлений, с которыми мы сейчас прорабатываем возможности открытия авиасообщения. Открытие железнодорожного сообщения, как раз таки поезд Яскуря буквально за прошлый год он показал свою значимость. Это возможность комфортного, доступного сообщения между городами Российской Федерации и Республикой Абхазия. Мы эти инфраструктурные проекты обязательно продолжим. Это для нас ключевое направление. Сегодня должны быть комфортные условия, чтобы добраться до Абхазии, комфортные условия для того, чтобы отдохнуть на территории Абхазии. Все это задача государства. И мы благодарны, что это при поддержке наших российских коллег. Президент Республики Абхазия Бадра Гунба. Вернемся после выпуска новостей.